дня на столе. Сейчас правильно эти животные называются тайскими, кто-то их называет яблокоголовыми сиамами, кто-то их называет старосиамскими кошками. Ну, правильное название – тайское животное. Это животное всегда только окраса color point, без белого, никаких других цветов данной. Что? Это вот между собой. Между собой. Все ясно. Итак, это принцесса, это девочка, это не кот, это леди будущее. Да, француз. Она любит это окрас, естественно, термозависимый, правильно называется акромелоническим окрасом, или для природы является частичным альбинизмом. Уже вчера тоже рассказывала, что любое животное, достаточно много, вернее, в природе животных, повторяют сиамский окрас, это частичное обесцвечивание тела и окрашенные самые холодные участки тела. То есть на конечностях, на хвосте, на ушах и на маске, на морде самое меньшее количество кровеносных сосудов. Именно поэтому это самые холодные участки тела, где окрас сохраняется. На более теплых участках тела шерсть практически обесцвечена, она имеет вот такой красивый молочный оттенок. Отметины допустимы на сегодняшний день любого цвета. Они разрешены и черепаховые, и полосатые, и серебристые, и золотистые. Каких только тайцев я не встречала. Но это всегда животное именно вот акромелоническое всегда эти окрасы, с ними интересно работать, они термозависимы, и на холоде животные бывают темнеют, или на ярком солнце они также могут потемнеть, поэтому их держат в определенной температуре. Всегда данный окрас цеплен с голубым цветом глаз, только голубоглазые могут быть животные, они могут быть, иметь яркий оттенок и синевы, и сапфира, и фиалки, и разные оттенки, бывают даже водянистые глаза, но все это допустимо по норме, и поэтому мы таких животных очень любим. Шерсть у них имеет тонкую текстуру, только короткошерстными они могут быть, эти кошки. И шерсть их обладает невероятной такой вот тонкой и очень шелковистой текстурой. Они очень покладистые по характеру на сегодняшний день, очень нежные, не причиняющие совершенно также никаких проблем в доме, содержать можно легко и достаточно много. Вот мурчащие, да, вот мурчащие. Вот расположены к общению к людям, вот так красиво умеют показываться. И также я говорю, что не причиняют вреда фактически никаких проблем в содержании, ни в кормлении их, в общем-то, нет. Уютная, яркая, окрас называется данный Silty Bipod, или темно-коричневыми полосатыми отметинами, голубоглазая леди, яркая, насыщенная и очень-очень контрастная. Спасибо тебе за то, что ты представляла нам тайскую породу.